В Сонже открылось новое почтовое отделение. Здесь работает 6 сотрудников, к услугам клиентов 3 операционных окна. Созданы все условия для качественного обслуживания. Новое оборудование, мебель. На торжественной церемонии сотрудников вручили благодарность от главы Ингушетии. Хава Газикова расскажет. Новое почтовое отделение открылось на улице Нурадилова. В торжественной церемонии приняли участие высокие гости. Председатель правительства республики Владимир Сластенин и директор макрорегиона СКФО Сергей Муратов. Они поздравили сотрудников с открытием важного соцобъекта. Уважаемые гости, разрешите по поручению главы республики Климатова Алима Акшариповича поздравить вас сегодня с таким замечательным праздником, что сегодня вы вводите в строй 50-й по счету объект. Это юбилейный объект. И сегодня новые технологии шагают вместе с развитием страны и технологий. Но никто не заменит труд почтальона. Поэтому низкий поклон вам. Спасибо большое. Когда-то мы взяли вместе с Башир Магомедом Алимом Акшариповичем и с его командой огромную на себя ответственность и ношу для того, чтобы создать почту Ингушетию и превратить ее в флагман российской почты. И сегодня мы действительно имеем такую потрясающую команду. Далее работников разных почтовых служб со всей республики наградили грамотами. Это благодарственные письма от главы региона. Всего в новом отделении работает 6 человек. Мадина Цычоева за стойкой обслуживания больше 10 лет. График и коллектив ее вполне устраивал. Вот только в старом арендованном помещении были очень некомфортные условия. Признается, что иногда даже думала об увольнении. Без воды были. У людей брали воду. Выходить места не было никуда. Работаем, но добавляется же ведь. А сейчас только пара пьянство. Да, саду, не пару, то я чем. Встретить людей даже приятно мне сейчас. Работать даже приятно мне сейчас. И не хочу ходить. И буду работать дальше. Привлекательное и комфортное здание как для посетителей, так и для сотрудников. Новый объект соответствует всем современным требованиям. Здесь, в отличие от предыдущего отделения почтовой связи, есть входной пандус, кнопка вызова персонала, а также вывески, выполненные шрифтом Брайля. В общем, служба теперь полностью обеспечена всеми необходимыми условиями для людей с ограниченными возможностями. В новом отделении также появился более скоростной интернет, оборудование и мебель. В том числе и около 900 пенсионеров. Теперь есть возможность получать пенсию и оплатить коммунальные счета без очередей. С появлением интернета необходимость в почтовых услугах не отпала, а даже наоборот повысилась, отмечают работники. Чаще всего, естественно, сейчас, так если назвать, просто так назвать, модно, или же люди все поняли, что получение посылок через Алиэкспресс, китайская система, у нас не китайская система, а из Китая, получают Алиэкспресс посылочки, и вся молодежь, естественно, заинтересована этим и получает вот эти Алиэкспресс посылки, постоянно у нас выписывают. И обслуживаем мы очень скоро, так как у нас в нашей системе появилось упрощенное вручение, упрощенный прием посылок. У нас все происходит через онлайн-систему сейчас. Почтовые, финансовые и коммерческие услуги. Работы много в первый же день открытия. Офис полон довольных клиентов. Раньше нам приходилось довольно-таки далеко пройти или проехать, не совсем удобно было, то есть погодные условия тоже немножко подводили иногда, поэтому сейчас это очень легко и просто, то есть мы очень рады. Именно вот жителям вокзала это очень необходимый объект, потому что далеко ходить, все-таки вот эти детские пособия, пенсии пожилым людям очень трудно было ходить далеко, поэтому сегодня это большой подарок для города, для жителей этого микрорайона. В настоящее время реализуется масштабная программа модернизации отделений почтовой связи. Ее цель – это автоматизация процесса работы сотрудников, привлекательность офиса и предоставление нового оборудования. Хава Газикова, Рамазан Зурабов, Новости 24.